Ассаляму алейкум, мир вам и милость Аллаха, братья и сестры. Уже долгие годы в интернете идут войны, снимаются ролики, публикуются статьи, пишутся комментарии, где говорится о Байсангуре. Кто-то пишет, что вообще про него ничего не нашел, кто не читал, когда читал даже не смог найти. Не знаю, наверное, у кого-то наступает слепота именно в тот момент, когда он доходит до имени Байсангур, где упоминается в архивах. Я тоже не поленился, как и некоторые историки, начал искать. Конечно, очень легко сказать, что я ничего не нашел про Байсангура. Сидеть на диване, пить чаек и прикусывая при этом печеньем. Это очень легко, конечно. Когда ты часами ищешь в документах, копаешься, смотришь в архивы, делаешь распечатки, это трудно. Это действительно трудно. Тем более, когда есть несколько томов, и ты должен искать названия, смотреть страницы, листать и тому подобное. Братья и сестры, очень важное заявление с моей стороны. Обращаюсь к нечеченцам. Братья и сестры, я всех уважаю. В первую очередь, альхамдулиллах, я мусульманин. Я просто читаю много комментариев в других пабликах про нацизм, национальность, нация. Я заявляю, это обращение именно к определенному кругу людей, то есть к людям, которые заявляют, что Байсангура вообще не существовало, что Байсангур не был никаким наибом, ни воином, что это выдумки чеченцев. Это обращение только к ним, а не к вам, братья и сестры, не к целым народам, как любят в интернете выступать. Некоторые историки соседней республики, я не хочу называть имен, переходить на личности, я вообще это не люблю. Просто люди, которые комментировали эти статьи, и, наверное, этих историков уже некоторые, может, и нет в живых, но есть люди, которые их комментировали недавно тоже, поэтому это обращение к ним. Просто некоторые историки пишут, берут слова из дневника полковника русского Руновского, который он написал, он был 3 года приставом рядом с имамом Шамилем в Калуге, жил рядом с ним, писал дневник по датам, расписывал все. И смотрите, есть статьи, где говорят про Байсангура, и там приводятся слова этого Руновского, то есть из дневника Руновского, точнее. И что меня удивило, я не знаю, давайте будем находить оправдание. Может, этот человек действительно не полностью читал дневник Руновского. А потом еще один вопрос, почему он не полностью читал, почему не посмотрел, а есть ли в других местах что-нибудь про Байсангура? Не знаю. Но факт в том, что этот человек не привел отрывок из этого дневника, то есть слова. Я считаю, это очень важно. Не знаю, почему это не было сделано. Приводится отрывок, где как бы Гази Мухаммад рассказывает, что Байсангур к нему обратился и говорит: Байсангур, все эти раны и увечья я получил, сражаясь против русских, и теперь я уже больше никуда не гожусь. И он говорит, как бы, нужен ли вам такой человек в армии? Гази Мухаммад как бы предлагает ему, говорит: ты достойный воин, ты нам нужен. И как бы было такое обращение внимания со стороны Гази Мухаммада, имама Шамиля к Байсангуру. Вот так приводится. Не приводятся слова имама Шамиля, которые он говорит про Байсангура. Это очень важно. Почему они не привели, я не знаю. Итак, давайте начнем тогда с этого же дневника Руновского. Я взял несколько источников. Не беспокойтесь, приведу несколько источников, а то умные, в кавычках, головы начнут говорить, мол, все, его история закончилась, привел там 2-3 слова про Байсангура, и вот видите ли, он доказал нам. Нет, тут разные источники, альхамдулилля, они у нас имеются. Мы тоже умеем читать, мы тоже умеем копаться в архивах. Давайте начнем тогда, как я сказал, с дневника Руновского. Вот этот документ, он написан в старинном образце, ну, как обычно русские в то время писали, в конце твердый знак, вот, мягкий знак и тому подобное. Итак, этот дневник Руновского внесен в акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 12, страница 1454. Конечно, надо искать, я уже обращаюсь к тем, которые пишут, что Байсангура вообще не существовало, что он читал записи дневника Руновского, и что он не нашел там ничего про Байсангура, или тем людям, которые вообще сидели на диванах и ничего не искали. Конечно, трудно тогда уже найти что-либо, если ты сидишь на диване и ничего не ищешь.
Сразу говорю, что там много томов, вы должны найти 12 том, там тысячи и тысячи страниц, поэтому не поленитесь, пожалуйста. Найдете, если хотите, найдете, а если поверите мне, то поверите. Находим 30 августа. Руновский в своем дневнике пишет, что они обсуждали какой-то там праздник, тут приводится. Потом они обедали, и после обеда Гази Мухаммад, воспользовавшись уходом младших членов своего семейства, сообщил нам разные новости, привезенные им с Кавказа. Это большая часть касалась и Байсангура, там говорится про Биной, тем, что Байсангур ушел уже в лес, стал отдельно жить, за ним последовало 3 человека, которые прочитайте, короче. Нас интересует момент, который некоторые соседи, историки соседи, не привели в своих статьях, именно этот момент. Почему? Я не знаю. Я считаю, что это важный момент. Руновский пишет: кроме вышеизложенных сведений, Гази Мухаммад рассказал еще небольшой эпизод, весьма резко характеризующий нравы горцев вообще, а личность Байсангура в особенности. В начале последних событий ему было предложено сдаться. Посланные флигель-адъютанта полк Черткова сделали это предложение, разговаривая с ним на кладбище. В ответ на их слова Байсангур указал на ближайшие могилы и произнес: «Вот с ними поговорите вы о вашем деле, они лучше услышат вас, скорее, нежели чем я». То есть имеется в виду, мертвецы лучше услышат, чем он. Это образно выражаясь, естественно, он говорит. И вот приводятся слова имама Шамиля, где он говорит: «Да, это такой человек. Я его хорошо знаю. Он ни за что не изменит своему слову. Но, впрочем, он больше ничего и не желает, как только умереть, сражаясь против христиан». Это доказывает факт того, что, во-первых, что действительно Байсангур приводится в исторических документах, приводится его имя, что он существует. Во-вторых, это доказывает то, что он был очень важной личностью в имамате. И в-третьих, это доказывает, что Байсангур действительно был решительно настроен, чтобы пойти до конца. И вообще слово «сдаться» для него было неприемлемо. И сразу говорю, я ссылаюсь на русский источник, потому что люди, которые оппоненты пишут про Байсангура, тоже ссылаются на этот источник. Один вообще говорит, что он читал, но не нашел про Байсангура. Как я уже сказал ранее, наверное, наступает слепота, когда видит имя Байсангур. Дальше. Теперь давайте приведем совсем другой источник. Вот русская старина, 1889 год, все это у вас появится на экране. Историческое издание Семевского, Санкт-Петербург. Итак, давайте посмотрим, что он пишет. Но в начале мая 1860 года, когда леса оделись листвою, большинство выселившихся биноевцев вернулись к своему старому аулу. Избрали себе имамом некого Байсангура и дали клятву не покоряться русской власти. Еще один источник. Идем дальше. А также, смотрите, это очень важно, Байсангур уже был предводителем в то время. Давайте теперь возьмем другой источник. Кавказ в течение 25-летнего царствования императора Александра II. Исторический очерк Санкт-Петербург, военная типография, 1898 год. Неблагонадежных личностей вроде Байсангура, Атабая, Хаджи Муртаза и других, которые нарушают как бы установленные законы императором. Там продолжение. То есть вот это донесение, как я понял, императору пишется про Байсангура. Очередное доказательство. А теперь давайте вернемся уже к актам, собранной Кавказской археографической комиссией, том 12. Продолжаем. 9 июля. Что же касается аула Биной, жители которого, как нам известно, всегда отличались преданностью к Шамилю и ненавистью к русским, то по убеждению Шамиля не столько опасно их недоброжелательство, сколько фанатическая ненависть к русским наиба их Байсангура по прозванию Бергез. Бергез означает одноглазый, кривой. Восстание этого аула, если только жив Байсангур, неизбежно в награду необыкновенной храбрости и преданности делу Газавата. Байсангур получил от Шамиля 2 медали. Когда Гуниб пал, Байсангур поклялся всенародно не снимать своих медалей и не прекращать войны с русским до тех пор, пока не слетит с него голова. Поэтому на преданность биноевцев тогда только можно будет положиться, когда не будет между ними Байсангура. Но этого, кажется, иначе нельзя достигнуть, как с его смертью, потому что живым он едва ли отдастся в ваши руки.
Есть люди, которые хотя бы верят, что да, действительно, Байсангур существовал, но и среди них находится такой чудак, который придумывает сверхфантастику, я не знаю. Послушайте, что пишет этот чудак. «Верить народным байкам я не привык, поэтому, как умные люди, обратимся к архивным рукописям, а именно документу со следующим заглавием, дословно, переписка с командующим войсками Терской области об аресте Байсангура и 14 абреков в окрестностях Гильгируша или Гильгируша». Он пишет в комментарии, этот документ не нуждается из названия. И так все ясно пишет. Посмотрите, настолько далек этот человек от понимания фактов, исторических документов. Потом дальше он продолжает, и если еще вчитаться в текст документа, видно, что не было никакого последнего боя, а на самом деле Байсангур и 14 вооруженных до зубов абреков добровольно сдались на милость русскому командованию. Видите ли, он, не знаю, у меня нет слова, no comments, как говорится. Не хочу оскорбить ни Байсангура, ни кого-либо еще, просто иногда полезно знать правду, он пишет, какой бы горькой она ни была, и видеть факты дальше своего носа. Спрашивается теперь, почему Шамиль трус и предатель, а Байсангур герой, если конец у них одинаковый, спрашивает наш чудак, видимо, на всех. С чего эти двойные стандарты? И еще важно отметить, он считает, что Шамиль как бы сам сдался в плен, как вы видите из его слов. С чего эти двойные стандарты, он пишет? Наверное, это вопросы, на которые мы никогда не получим разумный ответ. А теперь давайте ответим этому чудаку, приведем исторический документ, где говорится о пленении Байсангура и так далее. Марта 20-го дня 1861 года беноевский житель Байсангур по суду, произведенному на основании полевых уголовных законов, оказался виновным в измене русскому правительству, произведении возмущения между ичкерийцами и другими горцами с целью, тут старое слово русское использовано, скажем, с целью отсоединиться от подданства России и в упорном сопротивлении с оружием в руках при взятии его нашими войсками. Тут мы уже видим, что Байсангур сражался до конца, что он упорно сражался, пока его не взяли в плен. В упорном сопротивлении с оружием в руках при взятии его нашими войсками, а потому я конфирмовал, то есть принял решение, это старое слово, конфирмовал русское, подсудимого Байсангура казнить смертью, повесить, о чем и объявляю по войскам Кавказской армии. Подлинный подписал главнокомандующий генерал-фельдмаршал князь Борятинский. Это, опять же, доказывает, что Байсангур сражался до конца, до последнего, что он попал в плен, что он не хотел сдаваться. Если ссылаться на русские источники, почему я про это повторяю снова и снова? Потому что есть люди, которые говорят, что вообще в источниках про него не написано, что есть какой-то чеченский старый фольклор, что он там приводится. Да, есть некоторые историки, которые говорят правду, что да, Байсангур такой был. В соседней республике тоже историк говорит, перестаньте говорить, что не было Байсангура. Он был, он храбрец, он воевал на передовой, он получил ранения на этих сражениях. У него нету глаза, ноги, руки, он все это потерял на войне. Он это говорит, я не говорю, что все такие, поэтому я обращаюсь именно к определенному кругу людей. Поэтому я приведу эти источники тем людям, которые говорят, что он не упоминается в российских каких-то архивах. Вот вам доказательство. И что бы кто бы ни говорил, Байсангур не нуждается даже в том, чтобы я тут сидел и рассказывал про него. Он все доказал на деле, он был великим воином, он сражался до конца. Да и этих источников достаточно. Но знаете, я не удивлюсь, если люди, увидев это комментарий, люди, которые писали, имеется в виду больные комментарии про Байсангура, и дальше продолжат свое дело. А я считаю, что для разумных и для людей, которые признают факты, людей, которые признают правду, этого достаточно. Мир вам и милость Аллаха.